Мигалки полицейского УАЗика выхватывали из темноты куски мокрого асфальта и потекшую тушь на ее искаженном от ярости лице. Она кричала так, что рвались связки, безуспешно вырываясь из крепких рук хмурых ППСников. А в банкетном зале арендованной турбазы за нашими спинами все еще играла дурацкая попсовая песня. Я смотрел, как тяжелые металлические двери машины захлопываются, отрезая ее от моей жизни навсегда. И чувствовал только одно — глухую, звенящую пустоту, смешанную с запахом сжённых осенних листьев и бензина. Меня зовут Евгений. Мне 29 лет, и я частный мастер-электрик. Моя работа — искать обрывы на линии и восстанавливать контакт. Но в собственной жизни я умудрился замкнуть провода так, что все выгорело до бетонного основания. Сейчас я стою на пронизывающем ветру, смотрю вслед удаляющейся в ночную мглу машине с мигалками и понимаю, чтобы построить что-то заново, иногда нужно позволить старому сгореть дотла. Но давайте по порядку. Чтобы понять, как мы дошли до этой страшной грязной точки невозврата, нужно отмотать время на 3 года назад. Я тогда только-только взял в ипотеку двушку в панельном доме на окраине города. Типичный спальный район, каких тысячи по всей стране. Бесконечные ряды одинаковых многоэтажек, забитые чужими машинами дворы-колодцы, вечный гул шоссе неподалеку и сетевой супермаркет с желтой вывеской на 1-м этаже. Я пахал как проклятый. Днем строительная пыль на объектах, штроборезы, въевшийся в кожу запах канифолии и плавленной изоляции. Вечером магазинные пельмени на крошечной кухне, под какое-нибудь видео в интернете и тяжелый глухой сон без сновидений. Алина появилась в моей жизни совершенно случайно. Она работала администратором в хорошем салоне красоты в центре, куда меня вызвали чинить проводку после серьезного потопа. Знаете, она тогда была совсем другой. Без этих модных накачанных губ, без надменного оценивающего взгляда, сканирующего твой кошелек при первом знакомстве. Простая, теплая, пахнущая ванилью и лаком для волос. Она налила мне растворимый кофе в пластиковый стаканчик, пока я возился со щитком. Мы разговорились. Слово за слово, и я сам не заметил, как пригласил ее на свидание. Через полгода мы съехались. Моя гулкая бетонная коробка, пропахшая ремонтом и одиночеством, начала обрастать уютом. Появились светлые занавески, запах выпечки по воскресеньям, пушистый плед на старом диване. Я был по-настоящему счастлив. Знаете, такое тихое, основательное мужское счастье, когда ты уверен, что дома тебя ждет твой человек. Мы были командой. По крайней мере, мне так казалось. К 28 годам я скопил приличную сумму. Я брал самые тяжелые заказы, работал без выходных, глотал пыль в новостройках без лифта, чтобы купить ей то самое кольцо. 400 тысяч рублей. Для меня гигантские деньги. Белое золото. Абсолютно чистый камень. Помню, как стоял в ювелирном бутике в рабочей куртке, и продавщица с идеальной укладкой смотрела на мои мозолистые, в серых пятнах руки с нескрываемым пренебрежением. А мне было плевать. Я сделал Алине предложение в конце октября на городской набережной. Дул пронзительный влажный ветер с реки. Она плакала, прятала замерзшее лицо в мой шерстяной шарф и кричала «да». Но стоило этому кольцу оказаться на ее пальце, как в нашем доме поселился невидимый, но осязаемый яд. Имя этому яду было Карина, подруга Алины. Из тех женщин, что нигде официально не работают, но всегда при деньгах, с новым смартфоном последней модели
и бокалом дорогого игристого на летней веранде модного ресторана. Карина была старше, опытнее и считала себя дипломированным экспертом по женской энергии. «Женька у тебя, конечно, хороший парень», — тянула Карина, сидя на нашей тесной кухне и брезгливо оглядывая старенький гарнитур. «Но ты себя не на помойке нашла, Алин. Ты должна быть в ресурсе. Мужчина должен вкладываться, иначе он расслабляется и садится на шею». Я слушал этот бред из коридора, стискивая зубы, и видел, как медленно, но верно меняется моя невеста. Иллюзия красивой жизни из социальных сетей сожрала ее с потрохами. Алина стала другой, требовательной, резкой. Она хотела, чтобы я оплачивал все, от ее сложных косметических процедур до походов в рестораны с той же Кариной. «Я коплю на ремонт, Алин», — устало говорил я, снимая тяжелые рабочие ботинки после 12-часовой смены. «У нас свадьба через полгода. Зал бронировать надо, меню оплачивать». «Ты просто жалеешь на меня деньги!» — кричала она в ответ, нервно скрещивая руки на груди. «Посмотри, как живут нормальные люди. У Машки муж новую машину из салона взял, а мы все на твоем старом универсале рассаду возим». Точка кипения наступила в ноябре. За окном шел мерзкий косой дождь со снегом. Батареи в квартире шпарили так, что нечем было дышать. Алина сидела за столом и заявила, что девичник она будет праздновать в Дубае. С Кариной и еще 2 подругами. С арендой яхты, дорогими клубами и шопингом. И оплатить этот праздник, разумеется, должен был я. Наличными. Сегодня или завтра. «Это мой праздник. Я выхожу замуж 1 раз». Ее голос срывался на визг. «Я не дам тебе 500 000 на пьянку в Эмиратах». Тихо, но твердо ответил я, глядя ей прямо в глаза. Скандал был страшный. Летали тарелки, с грохотом хлопали дверцы шкафов. Она кричала, что я ломаю ей жизнь, что я ничтожный неудачник. Потом она бросила в меня ключи от квартиры, схватила куртку и выскочила в подъезд. Хлопок металлической двери эхом отдался на лестничной клетке. Посыпалась побелка. Я остался один в звенящей тишине. Только старый холодильник мерно гудел в углу. 2 дня я жил как в густом тумане. Работал на автомате, механически соединяя провода на объекте. По вечерам курил на балконе, глядя на желтые фонари нашего двора-колодца, слушая, как ветер гоняет пустые пластиковые бутылки по мокрому асфальту. Я все еще ждал, что она остынет, что вернется, и мы сядем за стол, чтобы поговорить, как взрослые люди. На 3-й день, ровно в 9 вечера, мой телефон коротко завибрировал. Экран высветил сообщение от Алины. Короткое, жестокое, рассчитанное на то, чтобы ударить под дых и выбить почву из-под ног. «Я сегодня ночую у Дениса. Посмотрим, что ты с этим сделаешь». Денис, ее бывший парень. Скользкий тип. Менеджер среднего звена, с которым она со скандалом рассталась за год до встречи со мной. Она всегда отзывалась о нем с презрением, а теперь пошла к нему. Я прочитал сообщение 1 раз, 2, 3. Буквы расплывались перед глазами. И вдруг что-то внутри меня надломилось. Но не с грохотом и болью, а с тихим сухим щелчком. Как перегорает предохранитель в щитке, принимая удар на себя и спасая всю остальную сеть от глобального пожара. Я не почувствовал ревности, я не почувствовал ярости. Ко мне пришла только холодная, абсолютная ясность. Я не стал ей звонить, не стал писать проклятие или умолять вернуться. Я просто прошел в кладовку, достал стопку плотных картонных коробок из-под кабеля, взял широкий скотч и начал собирать ее вещи. Я складывал все. Ее красивые платья, пропахшие дорогими духами, косметику, фен, какие-то статуэтки, туфли, нижнее белье. Я не комкал вещи. Я действовал методично, как робот. Резкий звук отрываемого скотча разрывал тишину квартиры.
К полуночи посреди гостиной возвышалась гора из 12 тяжелых коробок. Через приложение в телефоне я нашел ближайший грузовой каршеринг. Старенький фургончик стоял в соседнем дворе. Я спустился вниз, перетаскал коробки в кузов, завел двигатель и поехал. Ночной город был совершенно пуст. Шипованная резина монотонно гудела по мокрому асфальту. Дворники ритмично смахивали мелкую изморозь с лобового стекла. Я знал, где живет Денис. Алина как-то показывала его дом, язвительно хвастаясь, что он переехал в престижную новостройку. Подъезд был современный, ярко освещенный, стеклянный. Консьержа не было. Я прошел внутрь вместе с кем-то из поздних жильцов. Поднялся на 11 этаж. Долго, тяжело дыша, в несколько заходов переносил 12 коробок из лифта к черной металлической двери с номером 142. Я не стучал. Я не стал устраивать сцен. Я просто выставил все ее прошлое, настоящее и будущее в этот гулкий и пустой коридор. Достал из кармана куртки черный строительный маркер, вырвал лист из блокнота и написал крупными буквами: «Раз уж ты все равно здесь остаешься». Положив записку на самую верхнюю коробку, я вызвал лифт и уехал. Вернувшись домой, я первым делом достал из ящика шуруповерт. Подошел к входной двери, выкрутил старую личинку замка и поставил новую, купленную по дороге, в круглосуточном строительном магазине. Я вставил новый ключ и провернул его дважды. Щелчок механизма прозвучал для меня, как выстрел стартового пистолета. Я заварил себе крепкий черный чай, сел на табуретку в прихожей и стал ждать утра. Ток пошел по новой цепи. И я знал, что обратного пути больше нет. То, что произошло дальше, я собирал по крупицам уже сильно позже. Что-то рассказали общие знакомые, что-то всплыло в социальных сетях, а какие-то детали стали понятны из материалов уголовного дела. Но в то утро, сидя на табуретке в тесной прихожей своей панельной двушки, я мог только догадываться, какой именно механизм я запустил. За окном медленно, неохотно занимался серый ноябрьский рассвет. Дом просыпался. По трубам с глухим гулом пошла горячая вода. Где-то этажом выше заскрипели половицы, хлопнула дверь, завыл мотор старого лифта. Обычное утро вторника. Миллионы людей по всей стране варили овсянку, прогревали машины во дворах и ругали слякоть. А моя жизнь в этот момент совершала крутой, необратимый поворот на скорости в 200 километров в час. Итак, 7 часов утра. 11 этаж престижной новостройки на другом конце города. Квартира номер 142 погружена в сон. Денис, этот скользкий менеджер, наверняка спал сном праведника. Алина, вероятно, лежала рядом, уверенная в собственной неотразимости и в том, что преподала мне отличный урок. Она думала, что я всю ночь кусал локти, пил корвалол и обрывал ей телефон. Она не знала двух вещей. Первый, что прямо за металлической дверью ее ждет монументальная баррикада из 12 картонных коробок со всей ее прошлой жизнью. И второй, что у Дениса уже полгода как была другая женщина. Ее звали Оксана. Она работала фельдшером выездной бригады скорой помощи, а до этого несколько лет тянула лямку в реанимации. Оксана переехала к Денису месяца 3 назад, о чем Алина, разумеется, понятия не имела. Денис, будучи трусом до мозга костей, просто не удосужился сообщить своей бывшей о переменах в личной жизни. И когда накануне вечером Алина заявилась к нему с бутылкой вина, чтобы просто переночевать и заставить Женю ревновать, он не нашел в себе мужества выставить ее за дверь. Он впустил ее, надеясь, что Оксана на сутках и ничего не узнает. Но в то самое роковое утро вторника Оксана возвращалась домой после тяжелейшего 24-часового дежурства.
Представьте себе эту картину. Женщина, которая сутки моталась по грязным подъездам, откачивала гипертоников, таскала носилки по узким лестничным пролетам и дышала запахом чужих болезней. У нее слипаются глаза от недосыпа. Ноги гудят. Форма пахнет хлоркой и дешевым растворимым кофе из автомата на подстанции. Оксана выходит из лифта на своем 11-м этаже, мечтая только о горячем душе и мягкой подушке. И упирается взглядом в гору коробок, заклеенных строительным скотчем. Поверх верхней коробки лежит измятый кассовый чек с моей корявой надписью маркером. Оксана молча читает записку. Достает ключи. Поворачивает замок и заходит в свою квартиру. В прихожей, аккуратненько составленные на коврике, стоят чужие женские сапоги. Дорогие, итальянские. Те самые, на которые Алина потратила половину своей зарплаты. На вешалке висит чужое кашемировое пальто. Оксана не стала устраивать истерик. Она не стала плакать, заламывать руки или звонить подругам. Русская женщина, которая каждый день смотрит в лицо смерти и людскому горю, в гневе обладает пугающей, ледяной практичностью. Она просто скинула рабочие ботинки, прошла в спальню и включила верхний свет. Я могу только воображать, каким матом она подняла эту парочку. Говорят, Оксана просто сдернула с них одеяло, схватила Алину за волосы и поволокла в коридор. Алина визжала, пыталась царапаться, кричала про свои нарощенные ресницы и дорогое белье, но против фельдшера скорой помощи с ее железной хваткой у нее не было ни единого шанса. Оксана вышвырнула ее на лестничную клетку босиком, буквально. А следом полетели сапоги, сумочка и пальто. Денис в это время жался по углам, лепеча какие-то жалкие, бессвязные оправдания. Он даже не попытался заступиться за Алину. Он просто бросил ей вслед ее телефон и поспешно захлопнул дверь, щелкнув задвижкой. Арина осталась одна на лестничной клетке. Растрепанная, униженная, с размазанным макияжем, она стояла среди 12 коробок, заклеенных скотчем. Мой чек с надписью «Раз уж ты все равно здесь остаешься», медленно спланировал ей под ноги. Телефон был разряжен. Вызвать такси она не могла. Зарядки не было. Денег наличных тоже. Она кое-как оделась, вышла на утренний мороз, дошла до ближайшей остановки и поехала ко мне на первом попавшемся автобусе. Зайцем. А я все это время сидел на кухне. Было около 9 часов утра. Я же варил себе свежий кофе в большой глиняной кружке. Руки немного дрожали, сказывалась бессонная ночь и выпитые литры крепкого чая. За окном полностью рассвело. Во дворе дворник ритмично скреб лопатой мокрый асфальт. Внезапно в коридоре раздался гул остановившегося лифта. Затем быстрые нервные шаги на нашей лестничной клетке. Я замер, прислушиваясь. Сердце сделало тяжелый гулкий удар о ребра и затихло. Раздался металлический скрежет. Алина пыталась вставить свой ключ в замочную скважину. Ключ не шел. Новые пины личинки не пускали чужака. Она дернула ручку раз, другой, снова заскрежетала ключом. Я сидел на табуретке, обхватив горячую кружку обеими руками, и смотрел прямо перед собой на облупившуюся краску на батарее. «Женя!» — раздался из-за тяжелой металлической двери ее приглушенный срывающийся голос. «Женя, я знаю, что ты дома. Открой немедленно. Что за дурацкие шутки с замком?» Я сделал маленький глоток кофе. Горькая, обжигающая жидкость обожгла горло. Я молчал. Она начала стучать. Сначала ладонью, потом кулаками. Гулкие удары разносились, наверное, по всему подъезду. «Открой дверь! Пусти меня!» Ее голос начал дрожать, теряя надменные нотки. До нее начало доходить. Она поняла, чьи это были коробки на 11-м этаже. Она поняла, что я знаю все. «Женя, пожалуйста, давай поговорим. Это была ошибка.
Я ничего не делала с Денисом, клянусь тебе. Она начала плакать. Истерично, громко, с подвываниями. Она колотила ногами в дверь, проклинала меня, Дениса, Оксану, весь этот мир, который внезапно отказался плясать под ее дудку. На площадку кто-то вышел. Кажется, сосед-пенсионер из 35-й квартиры. Я услышал его недовольный бубнёж, потом Алина огрызнулась, и соседняя дверь захлопнулась. Она простояла под моей дверью около часа. Плакала, угрожала, просила прощения, давила на жалость. Говорила, что ей холодно, что она хочет кушать, что я не могу так с ней поступить, ведь мы семья, мы выбирали банкетный зал, мы любим друг друга. Я не произнес ни слова. Я сидел как каменный. Внутри меня было абсолютно пусто. Ни жалости, ни злорадства, ни любви. Только какое-то первобытное чувство самосохранения. Если я сейчас открою эту дверь, если впущу этот яд обратно в свою квартиру, я сдохну. Я просто перестану существовать как личность. Меня сожрут, пережуют и выплюнут, заставив поверить, что это я во всем виноват. Наконец шаги затихли. Лифт уехал вниз, наступила тишина. К обеду меня сморил тяжелый свинцовый сон. Я лег прямо поверх покрывала, не раздеваясь. Проснулся часа через 4 от резкой трели мобильного телефона. Я сел на кровать и потер воспаленные глаза. На экране высвечивалась Нина Васильевна, мама Алины. Я нажал кнопку ответа. «Евгений!» — в трубке раздался звенящий, полный драматизма голос несостоявшейся тещи. Типичная провинциальная манера разговора, где каждая интонация призвана вызвать у тебя чувство глубочайшей, неоплатной вины. «Женечка, здравствуй!» «Что у вас там происходит?» Девочка мне с чужого номера звонит. Вся в слезах, рыдает, говорит, ты ее на улицу выгнал. Вещи вывез куда-то. Ты в своем уме? «Здравствуйте, Нина Васильевна». Мой голос прозвучал хрипло, как у простуженного. Я прокашлялся. «Вы же семья почти», — продолжала наступать мать, чувствуя мою паузу. «Ну, поругались, но с кем не бывает. У нее предсвадебный мандраж. Какая яхта, какой Дубай, она девочка молодая», — нафантазировала себе. «Но выгонять человека на мороз, замки менять — это подлость, Женя, это не по-мужски. Немедленно пусти ее домой, сядьте и поговорите. Стерпится, слюбится, Господи». Я закрыл глаза, вдохнул запах пыли в пустой квартире. «Ваша девочка ночевала у бывшего парня, Нина Васильевна», — произнес я медленно, чеканя каждое слово. На том конце провода образовалась звенящая тишина. Только слышно было, как в трубке кто-то тяжело дышит. «Что ты несешь?» — наконец пролепетала мать. «Алина бы никогда...» «Я сейчас пришлю вам одно сообщение, Нина Васильевна, в мессенджер. Посмотрите сами. И, пожалуйста, больше мне не звоните. Передайте вашей дочери, что если она еще раз приблизится к моей двери, я вызову полицию». Я сбросил вызов, открыл переписку с Алиной, сделал скриншот того самого сообщения. «Я сегодня ночую у Дениса. Посмотрим, что ты с этим сделаешь». И отправил Нине Васильевне. Сообщение отметилось 2 синими галочками. Прочитано. Я ждал, что мать перезвонит. Начнет оправдывать дочь, скажет, что это шутка, провокация, что текст вырван из контекста. Но телефон молчал. Нина Васильевна больше никогда не появлялась в моей жизни. Видимо, даже для ее широкой души этот факт оказался слишком грязным, чтобы пытаться его отмыть. Я положил телефон на тумбочку, подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу. Начинался ранний ноябрьский вечер. Двор снова зажигался желтыми фонарями. Тогда я еще не знал, что это было только начало. Алина и ее подруга Карина
Осознав, что план с ревностью с треском провалился, решили пойти другим путем. Если мужчину нельзя прогнуть, его нужно уничтожить. Впереди меня ждала информационная война, подлость и настоящая уголовщина. Механизм безумия только-только начал набирать обороты. Вечер того же вторника опустился на город тяжелым влажным саваном. Я сидел в своей пустой квартире, слушал, как по подоконнику барабанит мелкий осенний дождь, и пытался осознать, что 3 года моей жизни только что были аккуратно упакованы в картон и выставлены за дверь. Тишина давила на барабанные перепонки. Раньше в это время Алина обычно смотрела какие-нибудь ролики в телефоне, фоном бормотал телевизор, шумела вода в ванной. Сейчас была только абсолютная, стерильная пустота. Около 8 часов вечера раздался резкий, дребезжащий звонок в дверь. Я вздрогнул. Первая мысль — она вернулась. Но в глазок я увидел не женский силуэт, а массивную фигуру в темно-синей форменной куртке с погонами. Я повернул замок и открыл. На пороге стоял участковый. Капитан полиции, на вид лет 45, с глубокими залысинами, потухшим взглядом и серой землистой кожей человека, который хронически не высыпается и питается шаурмой у метро. В руках он держал потертую дерматиновую папку. От него пахло мокрой шерстью, дешевыми сигаретами и тем специфическим казенным духом, который бывает только в отделениях полиции. «Журавлев Евгений?» — глухо спросил он, сверившись с какой-то бумажкой. «Я?» — кивнул я. «Капитан Миронов. Поступило заявление от гражданки...» Он снова скосил глаза в бумагу. «От вашей сожительницы. Жалоба на незаконное выселение, удержание личного имущества и угроза физической расправы. Разрешите войти?» Слово «сожительница» резануло слух своей протокольной пошлостью. Но я молча отступил в сторону, пропуская капитана в прихожую. Миронов тяжело стянул ботинки, прошел на кухню, окинул профессиональным, цепким взглядом пустые полки в коридоре, где еще вчера стояла ее косметика. Он сел на табуретку, положил папку на стол и устало потер переносицу. Было видно, что подобные семейные драмы для него — рутина, вязкая и бессмысленная, отнимающая время от реальных преступлений. «Значит так, Евгений», — начал участковый, доставая ручку. «Гражданка утверждает, что вы, находясь в состоянии неконтролируемой агрессии, выгнали ее на улицу без верхней одежды, отобрали ключи и присвоили ее дорогостоящие вещи. Говорит, боялась за свою жизнь. Что скажете? Будем оформлять или как-то мирно договоритесь?» Я не стал спорить. Я просто достал телефон, открыл галерею и положил аппарат перед капитаном. «Вот, товарищ капитан, это фотография 11-го этажа в доме номер 42 по Южному проспекту. Сделано сегодня ночью. 12 коробок. Там все ее вещи, вплоть до последней заколки. Я отвез их туда на каршеринге и аккуратно составил возле двери человека, у которого она решила провести ночь». Миронов молча посмотрел на экран. Его густые брови медленно поползли вверх. «А вот», — я перелистнул экран, показывая переписку в мессенджере. Сообщение, которое она прислала мне вчера в 9 вечера, где черным по белому написано, цитирую, «Я сегодня ночую у Дениса. Посмотрим, что ты с этим сделаешь». Я сделал. Собрал вещи и отвез по указанному адресу. Пальцем я ее не трогал. Ключи она бросила в меня сама, когда уходила. Капитан Миронов читал сообщение секунд 10. Потом он откинулся на спинку стула, посмотрел на меня, и в его потухших глазах вдруг промелькнула искра искреннего, глубокого мужского понимания. Он хмыкнул, достал из кармана мятую пачку сигарет, покрутил в руках, но убрал обратно. «Красиво», — только и сказал он, захлопнул папку. «Значит так. Пишу отказной материал за отсутствием состава преступления. Обычная бытовуха.
Имущественного спора нет, вещи переданы. Телесных повреждений нет. Он поднялся, тяжело опираясь о стол. «Держись, парень. Бабы в таком состоянии способны на любую пакость. Замки-то сменил?» «В первую очередь», — ответил я. «Правильно. Бывай». Когда за участковым закрылась дверь, я почувствовал странное облегчение. Официальная власть признала мою правоту. Но я недооценил масштаб женской мстительности. Правовое поле было закрыто, и тогда Алина решила перевести войну в публичное пространство. В ту самую сферу, где она чувствовала себя как рыба в воде, в социальные сети. На следующее утро мой телефон сошел с ума. Я проснулся от непрерывной вибрации на тумбочке. На часах было начало 8. На экране висело около 30 уведомлений. Пропущенные звонки от общих друзей, сообщения во ВКонтакте, отметки в запрещенной сети с картинками. Я заварил растворимый кофе, сел за стол и открыл ленту. Это была классическая, блестяще срежиссированная травля. Карина, видимо, взяла на себя роль главного пиар-менеджера этого театра абсурда. На странице Алины красовался огромный, разбитый на абзацы пост. К нему прилагалась черно-белая фотография Алины, где она сидела на подоконнике, обхватив колени руками с растрепанными волосами и трагично опущенным взглядом. Текст был пропитан сладким, липким ядом. «Девочки, я долго молчала. Мне было стыдно признаться даже самой себе, с каким чудовищем я жила под одной крышей. Мой бывший жених оказался настоящим тираном и абьюзером. Вчера в приступе неконтролируемой ярости он выставил меня на мороз. Просто вышвырнул из дома, в который я вложила столько любви и уюта. Он забрал мои вещи, сменил замки и оставил меня без копейки денег. Годами он подавлял меня, запрещал общаться с подругами, контролировал каждый мой шаг. А когда я попыталась отстоять свои личные границы, он показал свое истинное, страшное лицо. Девочки милые, если ваш мужчина запрещает вам развиваться и жалеет на вас деньги, бегите. Не ждите, пока он вытянет вас на улицу. В комментариях творился ад. Десятки женщин, большинство из которых я знать не знал, писали проклятия в мой адрес. Карина оставила комментарий в самом верху, собравший кучу лайков. «Моя бедная девочка, мы все преодолеем. А этот жалкий неудачник еще получит бумерангом по полной программе». Мои знакомые разделились на 2 лагеря. Одни осторожно спрашивали в личных сообщениях: «Жень, это правда? Что у вас случилось?» Другие, не разобравшись, писали гадости. Один мой бывший одноклассник даже разразился гневной тирадой о том, что настоящие мужики так не поступают. Знаете, в такие моменты возникает жгучее, почти неконтролируемое желание начать оправдываться. Написать огромный ответный пост. Рассказать про Дубай, про Карину, про истерики из-за денег. Доказать всем, что ты не верблюд. Пальцы сами тянулись к клавиатуре. Но я вовремя остановился. Оправдывается тот, кто виноват. А вступать в спор с толпой, жаждущей крови и драмы, это все равно, что пытаться потушить пожар в трансформаторной будке, заливая его бензином. Я поступил иначе. Я зашел на свою страницу. Никаких длинных текстов, никаких философских размышлений об изменах и предательстве. Я просто прикрепил скриншот нашей переписки. Тот самый, с датой и временем. «Я сегодня ночую у Дениса. Посмотрим, что ты с этим сделаешь». И коротко подписал сверху. Посмотрели? Сделал. Я нажал кнопку «Опубликовать» и пошел чистить зубы. Эффект от этого единственного скриншота был сродни удару ломом по стеклянной витрине. Иллюзия рухнула со звоном.
Буквально через 10 минут тональность комментариев начала меняться. Люди умеют складывать 2 и 2. Если девушка пишет, что ночует у бывшего парня, а потом жалуется, что ее выставили с вещами, пазл складывается не в пользу жертвы абьюза. Но настоящий, абсолютный нокаут, после которого Алина уже не смогла подняться, случился ближе к обеду. В комментарии под ее постом, прямо под слащавыми речами Карины, появился новый пользователь. Аккаунт с фотографией женщины в медицинском халате на фоне кареты скорой помощи. Это была Оксана. Та самая суровая медсестра, чью квартиру накануне штурмовала моя невеста. Оксана не стала выбирать выражений. Ее комментарий был написан простым, жестким русским языком человека, который привык называть вещи своими именами. «Слышишь, жертва Мороза», — писала Оксана, — «ты приперлась к моему мужику домой, пока я людей на сутках откачивала. Разлеглась там на моих простынях. Скажи спасибо, что твой рогоносец твои манатки к нашей двери приволок. Мне хоть не пришлось твои тряпки по всей квартире собирать. И скажи спасибо, что я тебе только волосы проредила, когда выкидывала тебя в подъезд. Абьюзер он у нее, посмотрите-ка. Еще раз увижу возле нашего дома, ноги переломаю. И ни один травмпункт не соберет. А подружкам своим расскажи, как ты босиком по лестнице летела». Это была информационная бомба. Комментарий Оксаны мгновенно разлетелся по всем общим знакомым. Его скринили, пересылали друг другу. Репутация Алины была уничтожена за несколько часов. Карина, поняв, что запахло жареным и образ светлой девочки рассыпался в труху, повела себя предсказуемо. Она просто удалила все свои комментарии, стерла посты со словами поддержки и молча отписалась от Алины во всех социальных сетях. Крысы всегда бегут с тонущего корабля первыми. К вечеру мне начали писать те, кто еще утром обвинял меня в жестокости. Извинялись. Говорили, что не знали всей ситуации. Я не отвечал. Мне было мерзко. Я думал, что на этом все закончится. Что Алина, опозорившись на весь город, скроется с радаров, заблокирует аккаунты и попытается начать жизнь с чистого листа где-нибудь в другом месте. Я думал, что мы просто разойдемся, как в море корабли, оставив друг другу только шрамы. Но я забыл одно важное правило физики. Если напряжение в сети не находит выхода, оно начинает плавить провода в самых неожиданных местах. Оказавшись в социальной изоляции, брошенная подругами, с позором выставленная на улицу и бывшим, и нынешним парнем, Алина окончательно сошла с ума. Она решила, что если не может победить меня морально, она уничтожит меня физически и финансово. Запахло настоящим криминалом. И счетчик моих проблем только начал свой зловещий отсчет. Первые несколько дней после виртуального разгрома Алины в социальных сетях прошли в обманчивой, вязкой тишине. Я продолжал ездить на объекты, штробить стены, тянуть кабель. Физический труд спасал. Когда у тебя в руках гудит перфоратор, а в глаза летит цементная крошка, времени на рефлексию не остается. Я возвращался домой, падал на кровать и спал без задних ног. Мне казалось, что буря миновала. Перегоревшие провода обрезаны, контакты заизолированы. Можно жить дальше. Но я недооценил степень женского отчаяния, помноженного на уязвленное самолюбие. Оказавшись в вакууме, потеряв поддержку подруг и статус невинной жертвы, Алина решила пойти ва-банк. Если мужчину нельзя прогнуть эмоционально, его нужно уничтожить материально. Началось все с мелких, но изматывающих пакостей. Вечером в пятницу я стоял под горячим душем, смывая с себя строительную пыль, когда надрывно зазвонил домофон. Я накинул полотенце, прошел в коридор и снял трубку. «Доставка!» —
— раздался искаженный динамиком глухой голос. «Открывайте!» «Я ничего не заказывал», — ответил я, сбрасывая вызов. Через 5 минут в дверь позвонили. На пороге стоял промокший под ноябрьским дождем парень в желтой куртке Яндекс.Еды с огромным термокоробом за спиной. В руках он держал 4 пузатых пакета из дорогого ресторана. «Журавлев?» — спросил он, сверяясь с телефоном. «С вас 18 400 рублей. Оплата наличными курьеру». «Я не делал заказ, вы ошиблись адресом». «Брат, ну как ошибся?» — парень устало вздохнул. «Квартира ваша. Телефон ваш указан в комментариях. Но звонить просили в дверь, чтоб ребенка не разбудить. Платить будете, мне смену закрывать». Мне пришлось долго объяснять уставшему человеку, что это чей-то злой розыгрыш. Парень ушел, матерясь сквозь зубы, а через час приехал курьер из самоката с 3 пакетами продуктов на 10 000. Потом доставщик пиццы, потом суши. Она заказывала все это с фейковых аккаунтов, указывая мой адрес и оплату наличными при получении. Это был примитивный, но невероятно раздражающий телефонный терроризм. Я просто выключил домофон и перестал открывать дверь на звонки. Но это была лишь артподготовка. Настоящий удар Алина попыталась нанести глубокой ночью. Было около 3 часов. Я спал. Мой телефон, лежавший на тумбочке, внезапно издал резкий пронзительный звук. Пришло СМС. Я разлепил глаза, на ощупь взял аппарат. Яркий свет резанул по зрачкам. Сообщение было от портала госуслуги. Ваш код для восстановления пароля 4892. Никому не сообщайте этот код. Сон сняло как рукой. Я сел на кровати, чувствуя, как по спине ползет холодный, липкий пот. Через секунду телефон звякнул снова. Еще одно сообщение. Потом 3. Кто-то настойчиво, раз за разом, запрашивал сброс пароля к моему государственному аккаунту. Мой мозг электрика сработал мгновенно, выстраивая логическую цепь. Если она получит доступ к моим госуслугам, она сможет в 2 клика набрать на мое имя десятки микрозаймов в микрофинансовых организациях. Сейчас это делается элементарно. Подтверждение личности через портал, и деньги улетают на любую указанную карту. А долги, проценты и коллекторы с паяльниками достанутся мне. Пальцы дрожали, когда я спешно заходил в приложение банка, чтобы заблокировать все карты и перевести деньги на скрытый счет. Потом я зашел на госуслуги, сменил пароль на сложнейшую комбинацию из 20 символов и подключил дополнительную аутентификацию. Я сидел в темноте на краю кровати, слушая, как бешено колотится сердце. Это уже были не женские обиды. Это была статья 272 Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и попытка мошенничества. Алена перешла красную черту. Утром, окончательно проснувшись, я решил провести полную ревизию квартиры. Я хотел убедиться, что она не оставила после себя никаких сюрпризов перед тем, как хлопнуть дверью. Я проверил ящики стола, шкафы, полки, и тут меня словно ударило током. Верхняя полка в шкафу-купе в спальне. Там, среди коробок с документами на квартиру и гарантийными талонами, лежала маленькая бархатная коробочка. Та самая, в которой я дарил ей помолвочное кольцо. Она не носила его каждый день, берегла, надевая только на выход, а перед той самой ссорой из-за Дубая сняла, потому что мыла посуду. Я протянул руку. Коробочка была подозрительно легкой. Я откинул крышку. Пусто. Белое золото с чистым камнем за 400 000 рублей исчезло. Она забрала его. Либо в тот момент, когда собирала сумку и ключи, либо незадолго до этого. В груди поднялась глухая, тяжелая волна ярости. Одно дело истерики и скандалы, другое дело — банальное, подлое воровство. Я взял телефон и набрал ее номер.
Я не собирался ругаться. Я хотел просто сказать ей, чтобы она вернула вещь. Гудки шли долго. Наконец, вызов сбросили. И тут же в мессенджер прилетело сообщение от нее. Это была фотография. На фоне дешевого пластикового стола веером были разложены красные пятитысячные купюры. А поверх них лежал залоговый билет из сетевого ломбарда «Залог успех». Я приблизил фото, вчитываясь в мелкий шрифт. В графе «Оценка имущества» значилась сумма — 80 тысяч рублей. Под фотографией была подпись: «Купи себе новую машину, неудачник. Или хотя бы нормальные джинсы». Она продала мое кольцо за копейки, за 1/5 часть его реальной стоимости. Просто чтобы сделать мне больно. Но в своей ослепительной злобе и глупости она не поняла одной вещи. Отправив мне эту фотографию, она собственными руками задокументировала свое преступление и передала мне железобетонное доказательство. По российским законам помолвочное кольцо — это не просто подарок, это условный дар. Если свадьба отменяется, кольцо подлежит возврату. Иначе это квалифицируется как неосновательное обогащение. Но здесь ситуация была куда хуже. Она тайно похитила его из моей квартиры в момент ссоры и сдала в ломбард по своему паспорту. Это чистая кража. Статья 158. В тот же день я позвонил своему старому знакомому, который свел меня с Романом Эдуардовичем. Роман Эдуардович был адвокатом. В прошлом старший следователь по особо важным делам, ушедший на пенсию по выслуге лет. Это был грузный мужчина лет 55, с тяжелым проницательным взглядом, седым ежиком волос и манерой говорить тихо, но так, что слова впечатывались в мозг, как бетонные сваи. Он принимал меня в небольшом кабинете в старом фонде, где пахло хорошим табаком, кожей и пыльными архивами. Я выложил перед ним на стол распечатки. Скриншоты из госуслуг, чеки на кольцо, фотографии из ломбарда, переписку. Роман Эдуардович неторопливо надел очки в тонкой золотой оправе. Минут 15 в кабинете стояла тишина, прерываемая только шелестом бумаги. Адвокат изучал документы так же методично, как хирург рассматривает рентгеновский снимок перед операцией. Наконец он снял очки, бросил их на стол и потер массивный подбородок. Его губы тронула холодная, почти хищная усмешка. «Ну что, Евгений, у нас тут не кино про любовь. У нас тут уголовный кодекс во всей его красе», — произнес он своим низким, ракочущим голосом. Девочка сама себе намотала срок. Причем так старательно, будто специально учебник по криминалистике читала. Как оставить после себя максимум следов. «Что будем делать?» — спросил я, чувствуя, как напряжение последних дней немного отпускает. Я передал управление своей жизнью в руки профессионала. «Будем запускать машину», — просто ответил Роман Эдуардович, придвигая к себе чистый лист бумаги и доставая перьевую ручку. «Машина правосудия у нас неповоротливая, ржавая, скрипит страшно. Но если ее правильно завести и смазать нужными бумагами, она переедет кого угодно». Пишем 3 заявления. Первое — в полицию по факту кражи ювелирного изделия в крупном размере. Второе — в управление К по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. И третье — гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба плюс обеспечительные меры. Мы просидели у него часа 3, составляя бумаги. Когда я вышел на улицу, город уже погрузился в вечерние сумерки. Моросил ледяной дождь, но мне дышалось легко.
Я сделал все, что должен был сделать мужчина, защищающий свою территорию. События начали разворачиваться с пугающей для Алины неотвратимостью. Спустя 4 дня, в самый разгар рабочего дня, в элитный салон красоты, где Алина работала администратором, вошли 2 мужчин в штатском. Кожаные куртки, тяжелые взгляды, красные корочки оперативников уголовного розыска. Мраморные полы и хрустальные люстры салона стали отличными декорациями для ее публичного краха. Как мне потом рассказывали, оперы не стали церемониться. Они громко, при клиентах и мастерах, попросили гражданку пройти с ними для дачи показаний по факту кражи имущества и мошенничества. Арина побледнела так, что сквозь тональный крем проступили синие вены. Она пыталась качать права, требовала адвоката, но против суровой реальности российской правоохранительной системы ее инстаграмные истерики не работали. Владелица салона, женщина строгая и дорожащая репутацией своего бизнеса, уволила Алину в тот же вечер по статье. Кому нужен администратор, который ворует вещи и к которому на работу приходит полиция с выемкой документов? Маховик был запущен. Кольцо изъяли из ломбарда как вещественное доказательство. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что именно Алина сдавала его, получая наличность. IP-адреса, с которых пытались взломать мои госуслуги, привели к ее мобильному оператору. Доказательная база была железобетонной, не оставляющей ни единого шанса на оправдание. Ее загнали в угол. Но даже тогда, находясь под подпиской о невыезде, без работы, с перспективой реального тюремного срока, она не нашла в себе сил раскаяться. Она продолжала винить во всем меня. Это я сломал ей жизнь. Это я оказался не мужиком, потому что посмел защищаться. Впереди нас ждал суд. Долгие, выматывающие месяцы бюрократии, заседаний, очных ставок и казенного запаха хлорки в коридорах. Я готовился к этому марафону, не зная, что именно в это самое темное и грязное время судьба готовится сделать мне подарок, который полностью перевернет мою жизнь и вернет в нее свет. Судебный процесс тянулся бесконечно долго, высасывая из меня последние соки. Кто хоть раз сталкивался с нашей бюрократической машиной, знает это особое чувство. Казенные коридоры, выкрашенные ядовито-зеленой масляной краской до половины стены, тяжелые деревянные двери, обитые дерматином, гулкое эхо шагов и вечный запах хлорки пополам с корвалолом. Я приходил туда как на вторую работу. Алина появлялась на заседаниях в сопровождении матери, той самой Нины Васильевны, которая теперь смотрела на меня волком. Алина сильно изменилась. Иллюзорный лоск слетел с нее, как дешевая позолота с бижутерии. Она похудела, осунулась, перестала колоть губы и носить брендовые вещи. Теперь она играла роль невинной овечки, которую жестокий, расчетливый мужчина коварно обвел вокруг пальца. Ее адвокат, юркий молодой человек в недорогом костюме, пытался давить на эмоции судьи. Состояние аффекта, женская обида, недопонимание. Но Роман Эдуардович, мой адвокат, был неумолим. Как асфальтоукладчик, он методично раскатывал все их аргументы тонким слоем. Он предъявлял справки, биллинги, распечатки, чеки. Против фактов истерики не работали. В апреле суд наконец вынес приговор. 2 года лишения свободы условно. С испытательным сроком, обязательной отметкой в уголовно-исполнительной инспекции 2 раза в месяц, строгим судебным запретом на приближение ко мне ближе, чем на 200 метров, и запретом на любые попытки контакта, телефонные, почтовые или через интернет, плюс полная компенсация стоимости кольца и морального ущерба. Я помню момент оглашения. Судья, уставшая женщина в мантии, монотонно зачитывала резолютивную часть.
Алина стояла, вцепившись побелевшими пальцами в край барьера. Когда прозвучало слово «условно», Нина Васильевна громко выдохнула и заплакала. Алина не плакала. Она медленно повернула голову и посмотрела на меня. В ее глазах не было ни капли раскаяния или облегчения от того, что она не поехала в колонию. Там была только концентрированная, черная ненависть. Свинец. Я выдержал этот взгляд, не моргнув, развернулся и вышел из зала суда. Я стоял на крыльце, вдыхая сырой весенний воздух. С крыш капала талая вода, на деревьях набухали почки. В лужах отражалось серое, еще низкое небо. Я победил. Я защитил себя, свои деньги, свою честь. Но вместо радости внутри была только звенящая, выпотрошенная пустота. Я был выжат досуха. В следующие несколько недель я существовал в режиме энергосбережения. Брал только самую простую работу — поменять розетки, повесить люстру, починить щиток. Никаких сложных проектов, никаких новостроек. Я хотел просто механически крутить провода, не включая голову. В конце мая мне позвонил постоянный клиент, владелец сети зоомагазинов, которому я раньше делал проводку на складах. «Жень, выручай», — пробасил он в трубку. «Мы тут клинику ветеринарную открываем, новую, частную. Подрядчики, гады, накосячили со светом в операционной. Автоматы выбивает, напряжение скачет. Оборудование дорогое, сгорит к чертовой матери. Сможешь подъехать посмотреть? Оплачу по двойному тарифу». Я согласился. Деньги лишними не бывают. Да и сидеть в пустой квартире уже тошно. Клиника находилась на первом этаже жилого дома. Там еще пахло свежей краской, линолеумом и чем-то неуловимо медицинским. Я переоделся в комбинезон, взял чемоданчик с инструментами и прошел в операционную. Проблема оказалась банальной. Строители сэкономили на сечении кабеля, пустив силовую линию на мощные стерилизаторы и лампы через обычный бытовой провод. Пришлось вскрывать кабель канала и тянуть новую магистраль от щитка. Я возился уже часа 4. Был весь в пыли, потный и злой, матеря про себя криворуких строителей. Внезапно дверь операционной тихонько приоткрылась. «Извините, я вам не сильно помешаю? Мне нужно препараты в холодильник убрать». Я обернулся, сидя на корточках с кусачками в руках. На пороге стояла девушка, лет 25, не больше. На ней был обычный синий хирургический костюм, поверх которого накинут белый халат. Волосы цвета темного каштана собраны в небрежный пучок на затылке. Никакого макияжа, только усталые, но удивительно ясные, теплые, карие глаза. «Заходите», — буркнул я, отодвигая стремянку. «Я тут еще надолго». Она прошла к большому холодильнику в углу, начала перекладывать ампулы из коробки. Движения у нее были точные, спокойные. «Тяжело?» — спросила она, кивнув на разобранный щиток. «Нормально, классика жанра. Сэкономили 3 копейки, переделывать на 3 рубля». Я снова уткнулся в провода. «Я Юля», — вдруг сказала она. «Ветеринарный врач. Буду здесь работать, когда вы нам свет почините». «Женя, электрик». Она улыбнулась. У нее была хорошая, открытая улыбка. Не та, которую надевают как маску для клиентов, а настоящая. «Жень, сделаете перерыв? У нас в ординаторской чайник закипел. У меня есть настоящий алтайский чебрец и домашнее овсяное печенье. Вы выглядите так, будто не ели с позавчерашнего дня». И я вдруг понял, что действительно зверски голоден. Я отложил инструмент, вымыл руки с мылом в хирургической раковине и пошел за ней. Ординаторская была крошечной, заставленной шкафами с книгами и коробками с кормом. Юля налила мне чай в кружку с нарисованным мопсом. От нее самой пахло чем-то уютным. Молотым кофе, медицинским спиртом и чуть-чуть
собачьим шампунем. Мы сидели на старом диванчике, пили обжигающий чай с чабрецом, ели кривоватое, но потрясающе вкусное печенье и разговаривали. Знаете, бывает так, что встречаешь человека, и тебе не нужно ничего из себя строить. Не нужно казаться лучше, успешнее, богаче. Ты просто говоришь, и тебя слушают. Юня рассказывала про своих пациентов, сложных собак, характерных котов. Рассказывала без пафоса, с какой-то тихой, глубокой любовью к своему делу. Я слушал ее, смотрел, как она смешно морщит нос, когда вспоминает забавный случай, и чувствовал, как тот ледяной панцирь, в котором я жил последние полгода, начинает медленно, с хрустом трескаться. Я закончил работу в клинике только к вечеру следующего дня. Когда я сдавал объект заказчику, Юля дежурила. Я подошел к ее кабинету. «Спасибо за чай», — сказал я, переминаясь с ноги на ногу. «И за печенье». «Всегда пожалуйста, главный по свету». Она оторвалась от заполнения карточек. «Юль, а можно я тебя в кино приглашу? Или в кафе? Если ты не против, конечно». Она посмотрела на меня внимательно, чуть склонив голову. В ее глазах плясали искорки. «В кино можно. Только у меня условие». «Какое?» — напрягся я, вспоминая все свои прошлые травмы. «Мы пойдем гулять в парк, и со мной будет Финик. Если он тебя одобрит, тогда пойдем пить кофе». Финик оказался беспородным псом невероятной конструкции. Помесь таксы с дворнягой, длинный на коротких кривых лапах, с огромными ушами и грустными глазами философа. Юля подобрала его на трассе год назад, вылечила сбитую лапу и оставила себе. Мы гуляли по весеннему, залитому солнцем парку. Финик деловито обнюхивал кусты. Юля рассказывала про устройство собачьей психики, а я просто шел рядом, держал в руке поводок и чувствовал, что наконец-то дышу полной грудью. Я рассказал ей про Алину. Не все без грязных подробностей, но честно обозначил, что прошел через тяжелый суд и предательство. Я боялся, что она испугается проблемного мужика. Но Юля только остановилась, погладила Финика и посмотрела мне в глаза. «У каждой собаки в приюте есть шрамы, Жень. Главное — не кусать того, кто пытается тебя погладить сегодня». В тот вечер Финик уснул, положив морду мне на ботинок, пока мы сидели на веранде кафе. Экзамен был сдан. Лето пролетело как один счастливый солнечный день. Мы стали неразлучны. Юля переехала ко мне в августе с 2 чемоданами вещей, огромной лежанкой для Финика и коробкой своих любимых кружек. Моя квартира снова ожила. В ней больше не пахло напряжением и претензиями. Теперь по утрам пахло свежесваренным кофе. Вечером мы смотрели дурацкие комедии, лежа на диване, а Финик храпел у нас в ногах. Юля никогда не просила у меня дорогих подарков. Когда я предложил обновить ей гардероб, она только отмахнулась. «Жень, лучше купим хороший хирургический отсос для клиники в складчину, а платья подождут». Я смотрел на нее и не верил своему счастью. Это была та самая, настоящая, здоровая жизнь, о которой я мечтал. Без истерик, без манипуляций, без соревнований в успешности. Мы просто любили друг друга. Осень наступила незаметно. Сентябрь выдался сухим, теплым, с прозрачным воздухом и золотыми листьями под ногами. В середине месяца мне позвонил мой старый университетский друг Леха. «Жека, брат, я женюсь!» — орал он в трубку. «В следующую субботу гуляем, сняли турбазу «Лесное озеро» за городом на 2 дня, чтобы был обязательно. И девушку свою ветеринарную бери, хочу познакомиться». Я с радостью согласился. Юля тоже была рада выбраться за город. Мы купили хороший подарок, я достал свой единственный нормальный костюм. Юля купила простое, но очень красивое изумрудное платье. Мы предвкушали отличные выходные в кругу старых друзей. Я не знал. Я даже представить себе не мог, что Алина не исчезла из моей жизни.
Все эти полгода, пока я заново учился дышать и любить, она сидела в тени. Она маниакально следила за мной через фейковые страницы в социальных сетях, через немногочисленных общих знакомых, которые не знали о судебном запрете. Она знала, что у меня появилась Юля. Она знала, что я счастлив. И ее больной, искореженный злобой разум не мог этого вынести. Она ждала подходящего момента, чтобы нанести удар. И свадьба Лёхи, информация о которой была в открытом доступе на странице его невесты, стала для нее идеальной сценой. Часовой механизм тикал. До взрыва оставалось меньше недели. Свадьба Лёхи была из тех, что запоминаются на всю жизнь не помпой и блеском, а искренним, почти домашним весельем. Турбаза «Лесное озеро» находилась в километрах в 40 от города. Старые, но крепкие бревенчатые домики, окруженные вековыми соснами, вымощенные камнем дорожки, спускающиеся прямо к воде, и большой деревянный павильон-ресторан с открытой верандой. Сентябрьский вечер выдался прохладным, но сухим. Воздух пах опадающей листвой, хвоей и дымком от мангалов, на которых жарили шашлыки. Между деревьями развесили десятки гирлянд с теплыми желтыми лампочками, создавая атмосферу какого-то волшебного, уютного леса. Гостей было человек 50. Родственники, университетские друзья, коллеги. Все свои. Леха, сияющий в чуть тесноватом пиджаке, и его невеста Оля, смешливая девчонка с ямочками на щеках. Играла музыка, звенели бокалы, кто-то уже громко смеялся на веранде. Мы с Юлей сидели за небольшим круглым столиком недалеко от танцпола. Юля в своем изумрудном платье казалась мне самой красивой женщиной на земле. Она смеялась над шутками моих друзей, пригубливала вино и время от времени накрывала мою руку своей, теплой и мягкой. Я смотрел на нее и чувствовал абсолютно звеняще счастливым человеком. Мои провода были целы, напряжение в сети было ровным, без скачков. Время близилось к 10 вечера. Официальная часть с тостами и горько закончилась. Началась та стадия праздника, когда галстуки расслабляются, а музыка становится громче. Заиграл какой-то старый, всеми любимый попсовый хит Меладзе. Люди потянулись на танцпол. Я наклонился к Юле, чтобы что-то сказать на ухо, и в этот момент краем глаза уловил какое-то неестественное движение у входа в павильон. Охранник турбазы, пожилой мужичок в камуфляже, пытался преградить дорогу женской фигуре. Женщина грубо оттолкнула его, вырвалась и быстрым, нервным шагом направилась прямо в центр зала. Это была Алина. Я не сразу ее узнал. Это не была та лощенная, ухоженная девушка из дорогого салона красоты. На ней было какое-то вульгарное, блестящее вечернее платье, поверх которого была небрежно накинута дешевая куртка из кожзама. Волосы растрепаны, макияж поплыл, глаза лихорадочно блестели, и от нее за версту разило дешевым алкоголем и отчаянием. Она шла целенаправленно. Она точно знала, за каким столиком я сижу. Музыка все еще играла, но те, кто стоял ближе к проходу, начали расступаться, чувствуя исходящую от нее агрессию. Алина подошла к нашему столику и остановилась, тяжело опираясь руками о столешницу. «Ну что, Женечка?» Ее голос, хриплый, сорванный, прорезался сквозь музыку. «Празднуешь? Счастлив?» Юля удивленно подняла глаза. Я инстинктивно отодвинул свой стул и встал, заслоняя ее собой. «Алина, что ты здесь делаешь?» Мой голос прозвучал глухо, но твердо. Я чувствовал, как внутри сжимается тугая пружина первобытной, холодной ярости. «Уходи немедленно. Ты нарушаешь решение суда». Она расхохоталась. Это был страшный, надломленный смех сумасшедшего человека. «Суда? Да плевать я хотела на твой суд!» — завизжала она, привлекая внимание уже всего зала. Музыка стихла. Кто-то из друзей Лёхи догадался выдернуть шнур из колонки. Наступила звенящая, вязкая тишина, в которой эхом отдавался каждый вздох.
«Ты сломал мне жизнь!» — орала Алина, брызгая слюной. Она ткнула пальцем с облупившимся лаком в мою сторону. «Из-за тебя меня уволили. Из-за тебя от меня отвернулись все друзья. Я хожу отмечаться к этим ментам, как какая-то зечка. А ты...» — она перевела налитой кровью взгляд на Юлю. «А ты тут прохлаждаешься с этой ветеринаршей. Подобрал себе дворняжку подзаборную. Что, она обходится тебе дешевле, да? Ей не нужны дорогие подарки. Ей достаточно кости с барского стола». Юля побледнела, но не опустила глаз. Она сидела очень прямо, сцепив руки на коленях. «Закрой пасть. Тихо, но так, что услышали все», — сказал я. «И убирайся вон, пока я не вызвал наряд». Слова про наряд подействовали на нее, как красная тряпка на быка. Лицо Алины исказило гримаса чистой, неконтролируемой животной ненависти. «Ненавижу! Будьте вы прокляты!» — завизжала она. Ее рука метнулась к столу. Она схватила тяжелый стеклянный кувшин, доверху наполненный клюквенным морсом, и с невероятной для ее хрупкого телосложения силой замахнулась. Она целилась прямо в лицо Юли. Время словно замедлилось. Я видел, как блестит грань тяжелого стекла в свете гирлянд. Видел, как расширились от ужаса глаза Юли. Я рванулся вперед, перехватывая руку Алины в воздухе. Кувшин выскользнул из ее пальцев. Он рухнул на край стола с оглушительным звоном. Осколки брызнули во все стороны. Липкий красный морс залил скатерть, моё брюки, подол Юлиного платья. Алина взвизгнула, вырвала руку и вцепилась ногтями мне в лицо. Я почувствовал жгучую боль на щеке. Тут оцепенение спало с остальных гостей. К нам бросились Леха и еще двое крепких парней. Они оттащили Алину от меня. Она билась в их руках, как пойманная птица, пиналась, плевалась, кричала нецензурные проклятия, проклиная меня, Юлю, мою мать и весь этот мир. «Держи ее крепче!» — крикнул Леха, уворачиваясь от ее каблука. «Оля, звони в полицию! Быстро!» Они вытащили ее на улицу на свежий воздух. Я бросился к Юле. «Ты как, цела? Осколки не задели?» Я судорожно осматривал ее руки, лицо. Она мелко дрожала, но кивнула. «Цела. Жень, у тебя кровь». Я провел рукой по щеке. Пальцы окрасились красным. Алина глубоко расцарапала мне лицо. На улице творился ад. Алина, поняв, что вырваться из схватки двух здоровых мужиков не получится, рухнула на траву и забилась в настоящей истерике. Она рыдала, выла в голос, размазывая по лицу слезы пополам с грязью и остатками макияжа. Это было жалкое, страшное, отвратительное зрелище. Человек, который собственными руками, шаг за шагом, методично уничтожал свою жизнь, достиг самого дна. Наряд полиции, местная районная патрульно-постовая служба, приехал минут через 20. Двое хмурых, замерзших ППСников вылезли из дребезжащего УАЗика. Им даже не пришлось ничего объяснять. Картина была очевидной. Пьяная женщина, разбитая посуда на веранде, мое исцарапанное лицо в крови и десяток свидетелей. А когда старший наряда пробил ее данные по планшету и увидел непогашенную судимость и строгий судебный запрет на приближение ко мне, ее подняли с земли, надели наручники. Щелчок металла прозвучал громче музыки, которая все еще тихо играла из какой-то колонки. Алина внезапно обмякла. Весь хмель, вся ярость разом вышли из нее. До нее наконец-то дошло. Она нарушила условия условного срока. Она совершила нападение. И теперь ее ждет реальная, не иллюзорная камера. Ее повели к машине, и в этот момент наши глаза встретились. Я стоял на крыльце веранды, обнимая за плечи дрожащую Юлю. Алина смотрела на меня снизу вверх. В ее взгляде больше не было ненависти. Там был первобытный животный ужас. Она беззвучно шевелила губами, словно пытаясь что-то сказать, о чем-то попросить. Но я отвернулся.
Мигалки полицейского УАЗика выхватывали из темноты куски мокрого асфальта и потекшую тушь на ее лице. Я смотрел, как тяжелые металлические двери захлопываются, отрезая ее от моей жизни навсегда, и чувствовал только глухую пустоту, смешанную с запахом жженых осенних листьев и бензина. Машина взвыла сиреной, развернулась, подняв колесами гравий, и скрылась за поворотом, увозя Алину в темноту. Юля крепче прижалась ко мне, зарывшись лицом в мое плечо. «Все закончилось», — тихо сказал я, гладя ее по волосам. «Теперь точно все». Через 1,5 месяца состоялся новый суд. Короткий, сухой, технический. Судья, даже не глядя на подсудимую, зачитал постановление. За систематическое нарушение условий отбывания наказания, нарушение судебного запрета и хулиганские действия условный срок был заменен на реальный. 1 год и 6 месяцев в колонии-поселении. Я не испытывал злорадства. Я не открывал шампанское, когда узнал об этом. Это была просто точка в конце длинного, грязного предложения. Говорят, когда человек впервые показывает тебе свое истинное лицо, верь ему с первого раза. Не ищи оправданий. Не думай, что это случайность. Не пытайся все исправить. Просто разворачивайся и уходи. Моя наука стоила мне дорого. Она стоила мне седых волос, выпотрошенных нервов и глубокого шрама на щеке. Но если бы я не прошел через этот ад, я бы никогда не оценил ту тихую, светлую гавань, которую обрел потом. Сейчас, спустя год после тех событий, я сижу на кухне. В духовке печется шарлотка, пахнет корицей и яблоками. В ногах у меня храпит длинный лопоухий финик, периодически подергивая лапами во сне. А в соседней комнате Юля собирает сумку. Завтра мы едем выбирать обои для детской. Моя линия восстановлена. Ток идет ровно, без перебоев. И я точно знаю, мои провода больше никогда не замкнет.